За последнее время количество жителей республики, которые готовы переехать в другой регион, сократилось. Более 80% коми-населения знают родной язык. Это данные опросов Центра наследия имени Петерима Сорокина. Подробно о социологических исследованиях рассказали специалисты на Большом республиканском семинаре «Состояние и тенденции межнациональных отношений в Республике Коми». В рамках ежегодного республиканского этнофорума «Мы россияне», который на минувшей неделе проходил в Инте, состоялся большой семинар для муниципальных специалистов. Приезжие специалисты поделились с присутствующими своим опытом работы и рассказали о положении вещей в национальной политике региона. Открыл встречу министр национальной политики Коми Роман Носков, который первый выступил с докладом. На нашем континенте молниеносно вспыхивают этнопожары, приводящие к неминуемым людским потерям. С колоссальными внешними вызовами столкнулась наша страна. Мы видим, как странами Запада эксплуатируется тема притеснения отдельных российских народов, ведется целенаправленная деятельность по продвижению националистических настроений. Для обострения межэтнической ситуации используются сюжеты о военных конфликтах и депортации отдельных народов. Актуализирована тема территориальных споров как стран, так и субъектов внутри нашей страны. Значительные усилия прилагаются из-за пределов нашего государства по подрыву Русской Православной Церкви, умалению ее роли и единению российского общества. Развернута массированная антироссийская информационная кампания. Все это нацелено на уничтожение исторической памяти и патриотического менталитета российских народов, искоренение основных российских религий, разрушение института семьи и брака и традиционных российских ценностей. Деструктивные воздействия ведется через дискриминацию РПЦ, экспансию радикального ислама, деструктивную деятельность в сфере образования, пропаганду западных ценностей, продвижение западных идеологических установок в информационно-коммуникационном пространстве России. Возобновилась раскачка в российских регионах темы сепаратизма. Вчера на встрече с представителями религиозных объединений глава государства отметил о развернутой волне хаоса не только на Ближнем Востоке, но и далеко за его пределами, игре на национальных и религиозных чувствах миллионов людей. Коми наравне с русским в нашем регионе является государственным языком. Вопросу его сохранения и популяризации уделяется особое внимание. В школах региона треть обучающихся изучают коми-язык как родной, либо как государственный. В федеральный перечень для выявления и поддержки одаренных детей вошла Республиканская олимпиада по коми-языку, коми-литературе, коми-фольклору, литературе Республики Коми и историческому краеведению. Широко проходят циклы мероприятий, посвященные Международному дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню русского языка. В апреле этого года в регионе установлен новый официальный праздник – День коми-языка и письменности, который мы отмечаем в мае. В целях применения коми-языка в официальной среде обеспечивается перевод на коми-язык всех региональных нормативно-правовых актов. Организован синхронный перевод сессии Государственного совета Республики Коми. Большая работа ведется по цифровизации коми-языка. Более 10 лет функционирует Центр инновационных языковых технологий при Доме дружбы народов Республики Коми. Сегодня регион приступил к выполнению серьезной задачи, поставленной перед регионами Федеральным агентством по делам национальностей в части предоставления коми-языка в сервисе переводчик интернет-портала Яндекс. Министр вручил денежные сертификаты по 250 тысяч рублей победителям регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Среди призеров сельское поселение Помоздино, Усть-Коломский район, который победил в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия. Реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». Отмечено муниципальное образование Усинск с проектом «Северный путь. Дорога к победе», который был начат около 10 лет назад жителями Новикбожа. В его рамках ведется работа по увековечиванию памяти об олено-транспортных батальонах. Муниципальная практика у нас была основана на проекте «Северный путь. Дорога к победе». Вообще это многолетняя работа, и итог этой работы – это вот то, что мы выиграли, эту лучшую муниципальную практику. Она заключается в том, что мы разными способами пытаемся донести правильно историю нашей молодежи, нашему подрастающему поколению, о подвиге наших олено-транспортных батальонов, воевавших в годы Великой Отечественной войны, о тех героях, которые сражались на невидимом фронте, но внесли огромный вклад в нашу общую победу. У нас
большая практика работы именно с общественной организацией Совета ветеранов деревни Навикбош, которые стали первоначально инициаторами установки памятного знака воинам-оленеводов в рамках 70-летия победы Великой Отечественной войны. И вот с тех пор и началась наша кропотливая работа. Далее мы развивали ее путем привлечения нашей молодежи, наших сельских учреждений культуры в различные акции, тематические беседы, классные часы. Затем у нас было подано, наш проект был подан в несколько грантовых конкурсов, и мы выиграли по линии Министерства национальной политики Республики Коми, по линии социально-культурных проектов компании «Лукойл Коми», и привлекли дополнительные финансовые средства, чтобы сделать макет-музей олено-транспортных батальонов в деревне Навикбош. Для муниципалитета это очень большая гордость, и мы хотели бы пригласить всех в наш музей в деревню Навикбош, чтобы все наши жители и гости республики знали о том, что на земле Коми всегда будет сохраняться историческая память о героях Великой Отечественной войны. По итогам последней переписи населения в Республике Коми живут представители 120 народов. Ежегодно Центр наследия имени Петирима Сорокина проводит большое социологическое исследование по оценке межэтнических отношений. В его рамках выборочно опрашиваются более 1300 человек, живущих в разных городах и селах, в том числе и в Инте. Сейчас, именно в настоящий момент, до конца октября проводится новый этап за 2023 год мониторинга. Что это значит? Это значит, что одновременно с 1 октября по всей республике, во всех 20 городах и районах идут интервьюеры. И они опрашивают людей не на улице, они опрашивают по домохозяйствам. То есть они должны прийти в квартиру, показать свое удостоверение, где моя подпись стоит, что это Центр наследия имени Петирима Сорокина проводит. Они должны убедиться, что в квартире есть люди, которые подходят по квотному заданию. То есть у каждого интерьера, представьте, да, всю республику, то есть это не меньше 30-40 человек, которые одновременно должны пойти во всех районах, потому что опрос должен проводиться в достаточно, как можно более короткие сроки. Вот. И у каждого есть свое квотное задание. Сколько мужчин, женщин надо опросить, какими характеристиками они обладают, какого возраста, образования и национальности. Сотрудники Дома дружбы народов Республики Коми поделились опытом работы с детьми и молодежью. Культурное учреждение активно привлекает молодое поколение, в том числе через социальные сети и интернет. Ребенку очень важно себя ощущать частью какой-то группы, да? И когда спрашиваешь деток, они отвечают, они очень легко относят себя к каким-то творческим коллективам, учебным коллективам, каким-то молодежным неформальным объединениям. Но именно вот к какому-то этносу они относят себя в самую последнюю очередь, а то бывает, что и совсем не относят. Хотя вот как раз-таки вот эта вот этническая общность, она наиболее устойчивая. Если из каких-то учебных, творческих коллективов они выходят постепенно и теряют там вот эту вот поддержку, которая им необходима, то этническая общность с ними, этническая вот эта вот поддержка, она с ними на протяжении всей их жизни. А когда ребенок получает вот эту вот поддержку, ему становится интересно изучать историю своей семьи, историю своего народа. А если он изучает историю своего народа, то по-другому никак не получится, он будет изучать историю и других народов, которые живут по соседству. За год в нашем регионе проведено более 3000 мероприятий этнической направленности. В каждом муниципалитете имеются специалисты, курирующие данное направление. На второй день фестиваля их ждала практическая часть семинара, где отрабатывались модели поведения при различных конфликтных ситуациях.